Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на другой неділі після народження Пана Ісуса Христа. В сьогоднішній Євангелії почуємо слово, яке каже святий Ян, апостол, пізно розпочинаючи своє Євангелія. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. Что Слово сталося телом. Это заповедь для нас, дорогие браты и сестры, что Иисус Христос стал для нас Богом, як чоловік. Тому на початку Святої Мши представимо Богу наші інтенції, просьби, з якими сьогодні приходять до Його. Я беру так на святейшую офяру за померлых. Янец КНФ у першую годовину після смерті, Єжака у першую годовину після його смерті, і всіх померлых самі Янец. И просимся первого на Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всему нам, братья и сестры, что наши грехи, мудрое слово, жидкими занятиями. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за все Богу, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, за Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного.
Молимся, всемогутный вечный Боже, святловерного люду, ласкаво наполнил весь свет Твоею хвалою, и дай познать себе всем народам и сядник Твоей правды, распады нашего Иисуса Христа Твоего Сына, и с Тобою живи, благодаря святости Духа Святого, образу все веки вечные. Czytanie Kniги Mądrości Siracha. Похвала мудрости у ней самой, и прославлен наводзення на сярод свайго народа. На сходе найвышэйшага яна адкрые вусны свае, і перад яго намагутнасцю будзе усхваляць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго, той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся і ў спадчыну прымі Ізраіль. Спрадвеку самага пачатку ён стварыў мяне, і ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла, і так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе, у Іерусаліме улада мая. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слова Божие. Слово сталося телом и поселилось меж нами. Слово сталося телом и поселилось меж нами. Пали Иерусалим Пана,
прославляй сион Твоего Бога, ой, Он умазовывает заслоны храма Твоих, благословляйся от Тебя, сынов Твоих. Слово сталось телом и поселилось меж нами. Он усталевый мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И Он посылает слово Свое на землю, вельми худко летит Его слово. Слово сталось телом и поселилось меж нами. И Он отвестил слово Свое Якубу, постановы Своей присуды Израилю. И якому народу больше так не учинил, и они не ведают присудом Ягоны. Слово сталось телом и поселилось меж нами. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах. Бо Он выбрал нас у им перед створением света, как мы были святыми и законными перед Ним у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа поводле уподобания Своей воли, деля хвалы Своей прославленной ласки, якой Он одарил нас во умиловании. Почувши про вашу веру у Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дяковать за вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, как Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и объявлению познания Его, и просветлил Божие сердце вашего, как вы ведали, учим надея покликания Ягоного, якое богатие славной спадщины Ягоной, сирот святых. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хвала Тебе, Христе, якого обвестили народам, хвала Тебе, Христе, у якого поверил свет. Аллилуйя, аллилуйя. Все тебя приглашаю сейчас и ближе. А не стесняйтесь, подходим. Да, с улыбкой, правильно. Что, подходите ближе, не бойтесь, не стесняйтесь. И где-то мы сейчас послушаем такое Евангелие святого Иоанна. Это были первые слова, которые написал в своем Евангелии. Немножко сложные, да, чтобы их понять, но мы все равно послушаем, правда? Потому что это Господь хочет что нам рассказать, да, о том, что Он через Слово стал человеком. Слушаем. Пан с вами. Читание святого Евангелия по Божьей Иоанна. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. І воно було у Бога з веку. Усе праз Його сталося, а без Його нічого не сталося з того, що сталося. У їх було життя, і життя було світлом людей. А світло світить у темрі, і темря не огорнула Його. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, и свет праз Его стался, и свет не познал Его. Пришло до Своего, и Свои Его не приняли, а тем, кто принял Его, дало владу быть Божьими детьми. Тем, кто верует в имя Ягоное,
то не от крови, не от жадания тела, не от жадания мужа, але от Бога народился. Слово сталося телом и поселилося між нами, и бачили мы славу Його, славу, якую має от Отця Единородного, повний ласки и правды. Это слово Пана. Ну что, как ваши дела? Как они были? Скоро куда? Очень идти? Не очень, да? Хочется еще полежать, поспать? Сколько ж можно спать? Поиграть еще во что? В компьютер? Да? Хорошо. Все вы любите отдыхать, играть, веселиться. Это все здорово, но тоже надо что-то приобретать. Хорошо. Давайте перейдем к нашей сегодняшней теме, да? Нашей Евангелии сегодня Казанию. Я кое-что для вас принес. Смотрите. Как вы думаете, что это такое? Секундомер. И секундомер. Компас, правильно, догадали. Помните, приносил вам, да? Это компас. Это компас как раз таки. Для чего нужен компас? Заблудиться. Хорошо, да. Компас нам нужен, чтобы знать, куда идти. Да, знаем, что есть север, что еще есть? Юг, запад и восток. Все верно, молодцы. Все правильно. Север, юг, запад и восток. И все это нам нужно, чтобы знать дорогу, куда нам идти. Компас нам покажет. А что еще есть, что нам указывает на дорогу? Ну? Что еще у вас есть? Ну, кто говорит? Карты, да, есть бумажные карты. Раньше водители, когда ездили, так открывали огромную карту, заслоняли себе видимость и ехали. Да? Нет, так не делали, конечно. Они, но карты пользовались. И что еще у нас есть? Навигатор. Молодец, правильно. У нас есть навигатор. Да? Сейчас все пользуются GPS-навигатором. Да, уже редко кто пользуется компасами и бумажными картами. Может, военные, моряки, да, какие-то люди, которые связаны с этим больше, да? И что еще? Есть. Ну да, глобус есть у нас, да, действительно. Хорошо, смотрите. Когда мы пользуемся GPS-навигатором, да, у нас есть точка, откуда мы начинаем, да, и точка, где мы должны прибыть, правда, у нас цель есть. Цель, куда мы прибываем. И смотрите, наша жизнь, это тоже как GPS-навигатор. Да, есть путь. Наша жизнь, это вот именно путь, который мы делаем всю нашу жизнь. Есть старт, когда мы родились, и есть тоже цель, куда мы все должны прибыть. Цель единая. Вам Бог, мне, вам, вашим родителям, дедушке, бабушке, братьям, сестричке раздал одно единственное призвание. Одно единственное. Стать святыми, попасть на небеса. И вот нашим целью, нашей жизни, путь наш, который от рождения до самой смерти, да, будет именно цель попасть на небеса, быть святыми. Это наша единственная цель. Это наша дорога. И поэтому Отец сегодняшнее Евангелие приходит к нам и говорит нам о том, что Он хочет стать нашим проводником. Всю эту жизнь, да, стать проводником, всю эту жизнь, да, чтобы дойти до неба. Он хочет нас вести. И всю это нашу жизненный путь, и хочет нам помочь. Скажите мне, а как попасть на небеса? Кто мне скажет? Не грешить. Не грешить. Что еще? Давай. Не ругаться с мамой, да, с родителями ругаться. Делать добрые дела. Хорошо. Ну-ка. Споведаться. Молодец, правильно, да. Надо споведаться. Молиться. Да, все верно. Что еще? Вот, вижу еще рука. Не материться. Тоже правда. Ходить в костер. Молодец, правильно. Помогать другим людям. Хорошо, да, все верно. Кто-то еще? Ну, давайте. Слушаться родителей. Почистить сердце. Очистить сердце, да, мы же говорили, на исповедь надо ходить. И давайте последний. Читать Библию, тоже верно. Да, там тоже нам подсказки есть, как пройти. И смотрите, что делает навигатор обычно? Что нам делает навигатор? Ну? Говорить, куда ехать. Ну, видишь, по-другому, как это можно назвать? Указывать путь. Да, указывает путь, но подсказывает. Сейчас за 200 метров надо повернуть, да, налево или направо. И смотрите, Бог тоже нам подсказывает, как попасть на небеса. Уже здесь сказали, у нас есть Библия, да, у нас есть хорошие поступки. Это все Бог нам пришел, чтобы показать, как попасть на небеса. Да, что делать надо? Ну, порой человек будет ехать на такой машине, да, и навигатор говорит, поверните направо, он такой, я лучше знаю, куда мне ехать, и давай в левую сторону поворачивать. И попадает в тупик.
Что ему теперь делать, когда попал в тупик? Ну, Так назад. ехать назад. Вернуться обратно на дорогу. Смотрите, здесь очень важно. Если даже мы согрешим, если мы отворачиваемся от плана Бога, говорим, я лучше знаю, что для моей жизни нужно, и потом понимаем, что неправильно, попал в тупик, все, дальше жизнь его не развивается, ничего не происходит. Тогда ему надо что? Вернуться назад, начать заново. Он возвращается на правильную дорогу и начинает ехать правильной дорогой. И это очень важно, дорогие дети. Вернуться обратно, да, и начать еще раз. И поэтому у нас есть исповедь. Исповедь – это такой момент, когда мы заблудились, когда мы потерялись на этой дороге, мы идем на исповедь, идем к нашему Отцу любящему, который прощает все наши грехи и дает нам возможность вернуться обратно, стать опять на правильный путь и дальше ехать этой жизнью по правильному пути. Ну хорошо, смотрите, может быть такое, что у вас не будет ни компаса, ни карты, и у вас GPS-навигатор не работает, батарейка села. Что вы будете делать? То вам надо дойти до какого-то пути. Вот вы в город приехали, незнакомый, первый раз в городе, не знаю, в Барселоне, допустим, вам надо пройти, допустим, на Саграду Фамилию. Вот вы, нету ничего, все, батарейка села. Что вы сделали? Спросите кого-то. Молодец, да, правильно. Надо спросить у кого-нибудь, как пройти библиотеку, да? Нет? Хорошо, ну давай. Можно еще идти по Богу. По моху? Ну, в городе мох, не знаете, растет, в городе не растет. Ну, хорошо. Смысл в другом, да? Мы должны пойти и попросить у кого-то, чтобы нам подсказал, куда нам надо пройти. То же самое в нашей жизни. Бывают люди, которые тоже потеряются. В плане том, что где-то в жизни неправильно поступают, плохо поступают. И наши задачи, мы как люди верующие, когда выходим в костел, мы вот именно должны быть теми людьми, которые подскажут, куда надо идти, что надо сделать, чтобы прийти к Богу. Вот, допустим, я такой плохой, что бы мне подсказали сделать, если бы был очень плохим человеком? Что бы мне подсказали? Ну? Помолиться. Что еще? Без страха нацеления и пострадаться. Хорошо. Помочь другим людям и исправить поведение. Хорошо. Исправиться. Надо. Хорошо. Видите, вы уже можете многим подсказать, как вернуться обратно на дорогу к Богу. Это очень важно. Таким быть добрым светом. Сегодня тоже в Евангелии мы слышим, что это пришел свет. А свет, как мы с вами разговаривали уже, да, он освещает дорогу. То есть, что вы должны быть такими, как фонарики, да, то есть должны освещать дорогу другим людям, которые потерялись на этой дороге. Да, люди, которые делают плохо, надо прийти и сказать, так нельзя делать, это неправильно. Помочь человеку вернуться обратно, чтобы он стал именно хорошим человеком. Хорошо. Дорогие родители, дорогие братья и сестры, сегодняшний Евангелие тоже нам говорит именно об этой дороге, да, что мы, которым следуем. Первыми проводниками через всю эту жизнь являетесь вы, дорогие родители. Вы несете этот свет для своего ребенка, вы показываете этот путь до того момента, когда он начнет принимать сам самостоятельное решение. И тоже помните, что в этой дороге, которая идет ваш ребенок, вот следующим уже подросток и взрослый человек, тоже надо позволять иногда давать возможность получить эти ошибки. Да? Ребенок, взрослый человек должен уметь учиться сам. Да? То есть позволить ему, чтобы он набил эти опыты, жизненный опыт, и шишек набил сам. Да? Потому по-другому, если мы будем ограждать ребенка от всего, к сожалению, он ничего не научится. Надо давать возможность делать свои собственные ошибки, чтобы на них учиться, формироваться той личностью, кем он стал на сегодняшний день. И помните всегда о том, что если мы ведем своего ребенка по этому жизненному пути, Бог должен быть все-таки на первом месте. Потому что если Бог на первом месте, все будет на своем месте. Знаете, был такой проповедник, очень известный в Польше, Петр Павлюкевич, и когда он рассказывал такую очень известную его историю жизни, когда он спешил к сестрам на реколлекции, и он бегом садился в машину, доставлял навигатор свой, все поставил, едет, летит быстрее, так уже смотрит на часы, опаздывает. Приехал к этот пляж, навигатор взял в карман, положил, бегает в каплицу, а там сестры молятся перед святейшим сакраментом. И навигатор говорит, вы прибыли к пункту назначения. Так оно должно быть, да? Что наш цель, наш пункт назначения должен быть именно Господь. Вот если мы будем идти к Нему, будем стараться все сделать для того, чтобы быть с этим Богом, действительно Бог будет с нами. Понимаете, многие вот говорили, почему столько зла на земле, почему столько несчастья?
Именно потому, что люди отвернулись от Бога, люди не хотят с Богом быть. Бог им не нужен. И Бог как джентльмен отходит. Но если люди начнут обратно возвращаться к Богу, начнется изменение. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие родители, ведите своих детей. Будьте этим светом для них на это протяжении этого детского периода. Потом, когда они уже будут подростками, взрослыми, помогайте в молитве, поддерживайте, чтобы опыт набирали они сами. Аминь. Признай нашу веру, веруйте на Бога. Бог, який у своєї безмірної мудрості, любові покликав нас до життя, вознесем супольної молитви і просьби. Молимся за Христов Христов, как сакраменты Ён мог всюду свидетельствовать о любови Бога до человека. Тебя просим. Молимся за Святого Отца, как Он был Отцом и Братом для всех людей на земле. Тебя просим. Молимся за молодежь, как бывает живеда в житии и соседстве. Она поглубляла так само свои веры, а Пана Бога. Тебя просим. Молимся за то, сея ненависть в сердцах людей, как наши молитвы и отвязность причинились для их навергания. Тебя просим. Молимся за тых, кто находится в шпиталях. Как они так само почули добрую новину, прозвавши, які жовтые. Тебя просим. Молимся за нас, за Пана Кляутера Пана, как он всего, что темно, каждый сон, как бывает, спокойно. Тебя просим. Помолимся в интенции нашей святой мши за померлых семей Янец, ГНВ и Першу Катерину і Єжу, Першу Катерину, а так само за всіх померлих семей Янец. Помогли отримати Володарство Небесне разом з Богом просим. Пане Иисус Христе, Спавце свету, выслухай молитву Твоего Костола и привези всех людей до досконалой любови и радости вечного життя, и живешь и володаришь на все веки вечные.
Молитесь, братья и сестры, как мои ваши объявления Бога, Свет Всемогущий. Ojcze łaskawy, освяти это дары избавленным народжением Твоего Сына, який показал нам шлях правды и обещал житие вечное, раз Христа Пана нашего. Pan z Wami. Uchor serce. Podziękuj Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne, это справедливо, слушное избавление, как мы завсёды всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Отче, всемогутний вечный Боже, простая вещь усиловленного Слова, засела для большой нашей души новое светло живой хвалы. Новое светло Твоей хвалы, как мы, познаючи Богу в вашей постати, были им изнесены до любови, небо крепче. Тому небо и земля, захопление спевают Тебе новую песню, и мы со всеми хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними усмехаючи. Заправды Боже, Ты святый, хранится всякой святости, тому едности з усім Христом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Тому просим Тебе, освяти это дары росой Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, Бог это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері взяв келих. Знов таки подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте с его все, Бог это есть келих крови Моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и читаем Твою признаwanie. Вспоминаючи смерть и смертных повстания Твоего Сына, подпируем Тебе, Пане, хлеб життя и хлеб избавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконалил по любови, разом с Папом нашим Франтишком, Бискупом нашим Владимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, какие поснули в надежде на воскрешение. И про всех, кто Твоей лаской дошел с этого свету,
и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над всеми нами, дабы мы заслужили уделу жития вечное, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами и всеми святыми, какие с веку подобались Тебе, как всеми и мы, хвалили и прославляли Тебе, просила Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и в Христе, Тебе Божий всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разу все веки вечные. Аминь. Памятуйте исповедные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся оказать. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злока, дай ласкавость упокойни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы в всякого неспокою, такая исполнение счастливой надеи и присязбавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Христова Твоего. И будь ласкава згодность Твоей воли, одарить его с упокоем и едностью, який живешь и володаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокоя.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Єговію. Пані, не знаю, як ти дошов до мені, але скажи тільки слова, і буде здорова душа моя.
Молимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим, раскрити сакрамент очисти нас от грешных скильностей, и да поможет иссякнуть жаданное избавления, раз Христа Пана нашего. Пане Иису, про заступництво Марии, Маті Твою, яка народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юсифа, человека Данилу, який піклувався Тобою постійно. Прошу Тебе, в інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усыновить, якое знаходится в небезпеці аборту. Прошу, дай йому батькам любов і отвагу, щоб я нині задівали своєго дитяті, а покинули йому життя, якое ти сам, як йому дитяті, предвизначив. Сейчас послухаємо об'яви прокляття. Святий на гэтым тыдні просім правесці наступныя рожанцовыя групы панядзелак Маці Божай Віканскай о 18 гадзіне. Аўтора Маці Божай Грамічнай, Серада Маці Божай Кормячай, Чацвер з памогі вернай, Пятніца Маці Божай
Ласкавая, суббота, королева мучеников, неделя година 18, Святой Сямі. На гэтым тыдню літургія адзначае 6 студзеня панядзелак урачыстасць аб'яўлення Пана. Касцёл у гэты дзень успамінае пакланенне мудрацоў з усходу, што прынеслі дзіцятку Езуса свае дары – золата, ладан і смірну. Касцёльная традыцыя называе гэтых мудрацоў таксама каралямі, адсюль іншая назва свята Тры каралі. Іх пакланенне сімвалізуе пачатак Божага аб'яўлення язычніцкім народам, прадстаўнікамі якіх яны былі. У гэты дзень кожны католік мае абавязак прысутнічаць на святой мшы. Тая мша у гэты дзень будзе на гадзіне 9, 11, 13 і 18:30. Падчас кожнай святой мшы будзе асвечаны крэда і кадзіла. Калі у каго ёсць дома крэда, просім прынесці з сабой для асвячэння. У гэты дзень мы пішам на дзвярах літары С, руская С, М і Б. Звычайна дадаем яшчэ і бягучы год. Падобна, што 3 літары, якімі мы пазначаем дзверы нашых дамоў 6 студзеня, зусім не з'яўляюцца ініцыяламі, як многія лічаць 3 каралёў – Каспер, Мікіён і Бальтазар. Гэта лацінскі выраз, які мы пішам як «Христус Монсеньор Бенедика». Христос благословить жыло. Праз пазначэнне дзвярэй свайго жылля мы, хрысціяне, таксама публічна вызнаем сваю веру, указваючы на тое, што ў гэтым месцы жывуць вызнаўцы Хрыста. Дзве інтэрпрэтацыі разумення літар, як гэта не дзіўна, не супярэчаць адно аднаму, таму што маюць практычна аднолькавы духоўны выснову. 6 студзеня сусветны місійны дзень дзіцяці. Ахвяры складаны 6 студзеня падчас святой мшы будуць прызначаны на патрэбы духоўнай семінарыі ў Гродно. Таксама ў гэты дзень адбудзецца святочны канцэрт з рацыі Божага нараджэння пасля мшы на 11 гадзіне. Заахвочваем застацца ў касцёле, а таксама прыйсці раней тым, хто будзе на мшы па гадзіне 13. Усіх сардэчна запрашаем. У наступную нядзелю 12 студзеня свята Хросту Пана. Яно завяршае перыяд Божага нараджэння, хоць у традыцыі яшчэ до 2 лютага спяваюцца калядкі і не разбіраюцца стаенкі. Падчас кожнай святой мшы асвечвання будзе вады. Гэта свята заахвочвае нас, каб мы паглядзелі на наш рост не толькі як на нешта, што здарылася калісьці, калі мы былі дзецьмі, але як на пачатку новага этапу ў нашым жыцці, каб заўсёды былі ўдзячныя Богу за гэты дар і імкнуліся з глыбокай верай выконваць абавязкі, якія выплываюць з сакраменту Хросту. Прынимаем запрашэнне таксама на каляду, душпастырскую візітацыю. Просім стварыць спіс тых, хто жадае атрымаць Божае благасловенне і хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю з асвячэннем. Гэтыя спісы просім прыносіць у закрыстыю. Таксама можна запісацца індывідуальна. Душпастырская візітацыя. Серада, 8 студзеня, ад 16 гадзіны. Традыцыйна перша будзе вуліца Набережная, дом 3, дом 1, дом 1, корпус 3, дом 3, корпус 1 и дом 4, улица Лупова, 10, корпус 2, улица Игнатова, дом 9, 12, 13, 19, 20, 26 и 65. Четверг, от годины 16, улица Таулая, 25А, 31, 35, 35, корпус 1. Бульвар князя Кедемина, дом 5 и дом 7. Пятница, годины 16. Улица Калинина, улица 7 листопада, дом 8, корпус 1. Дом 8, корпус 3 и дом 12. Улица Чкалова, завулок Летний. Суббота, 11 студзеня, от годины 12. Малайкаўшчына, улица Юбилейная и завулок Дасны, улица Комарова и улица Чыгуночная.
Перадавайце. Таксама можна будзе яшчэ ўбачыць у інтэрнэце нашы каляду, калі можа не пачуў, то будзе таксама ў інтэрнэце паданыя усе гэтыя вуліцы, па якіх будзем хадзіць у гэтым тыдні. Перадавайце шчырае віншаванне нашым братам і сёстрам праваслаўным, якія на гэтым тыдні будуць азначаць свята Божага нараджэння. Няхай народжаны Христос узбагачае нас усіх духам мудрасці, любові, міласерднасці і трываласці, а таксама дорага супакоем, радасцю, шчасцем і новай надзеі. Щиро дзякую ўсім за супольную малітву, за складаныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. А таксама можна яшчэ за Христі набыць ежедневник, Слово Божие, калі хто хоча, можа набыць у Закрысті. Для радасці калядных спатканняў у нашых домах парафіяльных, таксама на тыдзень, працы, абавязкаў, прыміце Божае благословенне. Пасля благословення Божого будзе таксама континуація святейшего сохрана Благодарація. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Дай силы помощь, зесли нам, еднemu v Trójcy, łasce dzień. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony, przynajmniejszy sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony, przynajmniejszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony, przynajmniejszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.